Республиканская спартакиада работников нефтехимического комплекса в этом году проходила в Стайках. И трудно найти место для этого состязания лучше, чем этот центр олимпийской подготовки, расположенный рядом с Минском и имеющим в наличии все, что нужно для проведения всевозможных турниров. Лишь только плавание проводилось в бассейне Олимпийский, но об этом позже. В начале, как и положено, в таких случаях состоялось торжественное открытие соревнований. Сегодня такой достаточно знаковый день, все-таки первая Олимпиада, серебро. Мы все знаем, что какую работу проводят в нашей стране, чтобы укрепить и развить физкультуру и спорт, и здоровый образ жизни. Все государственные органы, все руководство страны активно принимает в этом участие, в том числе организуя вот такие спартакиады. Конечно, совместно с нашим всегда Белым профсоюзом. В своем выступлении Виталий Вацлавович не мог пройти мимо Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и выступлений на них белорусских атлетов. Ну а что до спартакиады работников нефтехимического комплекса, то его живительная сила – профсоюзный комитет, руководители которого приняли в спартакиаде самое непосредственное участие. Действительно, эта спартакиада является ежегодной, она состоит из нескольких этапов. Сегодня считается, что республиканский уровень завершает финальные соревнования, потому что при открытии я обратила внимание на то, что в наших предприятиях проводятся ежегодно эти же спартакиады по многим видам спорта, которые совпадают. У кого-то еще дополнительно свои культивируются такие традиционные виды спорта. Но, конечно, это очень важная отправная точка, потому что мы же понимаем, что человек, приходя на работу, он реализует свои профессиональные навыки, но основная это еще большая составляющая состоит в личностном развитии человека. И, конечно, когда человек стремится к достижению каких-то результатов, тем более спортивных, а мы знаем, достичь спортивных результатов, это значит, должна быть воля, это значит, должна быть определенная жизненная концентрация. Это должно быть хороший здоровый образ жизни. Прекрасная атмосфера. Это ежегодное традиционное мероприятие для нефтехимической отрасли. И совместная работа и концерна «Белнефтехим», и Белхим профсоюза позволяет проводить такие замечательные мероприятия. По сути, это финал всех соревнований, которые проходят в нашей стране в нефтехимической отрасли. В этом году уже состоится межотраслевая спартакиада, где самые лучшие наши спортсмены, которые будут победителями на этой республиканской спартакиаде, представят нашу отрасль уже среди всех остальных. Это состоится буквально в сентябре. Только лучшие спортсмены нефтехимической отрасли будут участвовать в межотраслевой спартакиаде. И за это право боролись в том числе представители Мозырского нефтеперерабатывающего завода, защищавшие на этом этапе цвета сборной Гомельской области. Вы знаете, каждый результат важен, и здесь нету случайных людей. Здесь ни один человек не приехал, надеясь на госпожу Фортуну. Все люди приехали с надеждой победить и полны уверенности и сил в этом плане. Ну а в отношении того, что надеемся ли мы, да, мы очень часто занимаем, скажем так, первые места в этой республиканской спартакиаде и надеемся в этот раз тоже не опустить эту планку, которую подняли когда-то давным-давно. Мозыря на этом состязании возглавляла Виктория Владимировна Жадько, инструктор коллектива физической культуры открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Настроение у ребят достаточно боевое, я надеюсь, что все получится. Единственный нюанс, что день достаточно насыщенный, потому что как и у футболистов, так и у девочек по 4 игры, поэтому немножко будет тяжеловато в этом плане, учитывая погодные условия, ребята играют на солнце, то есть, такой нюанс. А в целом, конечно, мы надеемся, что все получится. У ребят с первой игры задастся определенный тонус боевой, и мы будем надеяться на дальнейшую победу. Наши футболисты, которые, выиграв областной тур в полном составе, представляли Гомельскую область, были настроены серьезно. И свой первый матч с командой Витебской области они выиграли со счетом 3-1. Впрочем, подробно о турнирной поступе нашей команды мы расскажем в футбольном обозрении. Пока же констатируем факт завоевания золотых медалей представителями Мозырского нефтеперерабатывающего завода и представим вашему вниманию интервью одного из лидеров нашей команды Леонида Лавренчука. Нормальная равная игра была, там немножко повезло нам. Мы, может, даже чуть-чуть, сказать, помастеровитее, наверное, будем. Поэтому поле такое, что непривычное, на траве, в кедах, скользкое. Тут, в принципе, оно уравнивает шансы для всех команд. Понравилось, игра вроде нормальная была для нас. То есть поставили перед собой задачу, чтобы играть вторым номером. Я считаю, что задачи справились, забили свои голы, а там уже играли по счету.
Кроме Леонида, чемпионами стали Олег Дубовец, Валерий Новоселов, Кирилл Муравьев, Владимир Колоцей, Евгений Величко, Дмитрий Харитончик и капитан команды Александр Чуб. Третье место заняла наша представительница, выступавшая в состязаниях по настольному теннису, Анна Алексеева. Она представляла не только Мозырский НПЗ, но и спортивно-технический клуб «Старт». В индивидуальных играх я заняла 3-е место, рассчитывала, конечно, повыше место заработать, выиграть, но не получилось, потому что все соперницы достойные, каждый год уровень только растет. Ну, по итогам игр 3-е место, считаю, тоже очень хорошее. В командном зачете Анна тоже стала 3-й, и такой же результат, 2 бронзовые медали по итогам личного и командного тура в эстафете показал пловец Виталий Полушкин, лучший пловец цеха номер 5, да и всего Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Блестяще, впрочем, как и всегда, выступил гиревик Сергей Дорожко из цеха нефтехимического производства. Сергей, соревнуясь в весовой категории свыше 100 килограммов, среди спортсменов старше 35 лет показал лучший результат. Ну, пусть лучше он сам расскажет о своем выступлении. Я участвовал в весовой категории свыше 90 килограмм, возрастная группа старше 35 лет. Регламент времени 10 минут, рывок гири 24 килограмма. В течение 10 минут я поднимал гирю 24 килограмма, 214 подъемов. Хотелось бы отметить, что у нас судейство очень жесткое было, как бы не жесткое, а правильное. Разогнаться не давали, все четко, фиксация, смотрели технические ошибки. Ну, довольно сложно было. Победу одержала и наша волейбольная женская команда, которая победила во всех матчах с одинаковым счетом 2-0. И здесь слова благодарности стоит сказать в адрес Дюшор Жемчужно-Полесья, воспитанницами которой являются все без исключения игроки женской сборной Мозырского нефтеперерабатывающего завода и Гомельской области. Козырь нашей команды – это что каждый игрок выполняет свою работу, что должен. И подача, и атака, и прием. То есть это делают все, без исключения. Так как не высшая лига, и у нас нет времени тренироваться с соперником, поэтому мы играем через 2 связки. То есть у нас связка – это Елена Мадрагель и Настя Маргулец. Первый темп, центральная блокирующая – это Катерина Коноплич и я, Юлия Корнеева. И доигровщики у нас Наталья Кашина и Елизавета Москаленко. Подробнее о волейбольном турнире завтра в нашем волейбольном обозрении. А что до всей спартакиады, то сборная Гомельской области завоевала первое общекомандное место, опередив команду серебряного призера сборной Минской области и обладателей 3-го места спортсменов из области Могилевской.